Дом музыкантов отпраздновал свой второй день рождения. За это время игре на инструментах обучили более 200 человек в возрасте от 10 до 50 лет. Ученики не только посещают занятия, но и создают свои музыкальные коллективы. И их школа выпустила уже порядка 30. В творческую атмосферу окунулась Полина Долинская. В сентябре 2018 года команда профессиональных музыкантов открыла в Якутске действительно уникальный для республики проект – школу современной музыки или, как ее называют, Дом музыкантов. Так любой желающий, независимо от пола, возраста и уровня подготовки, может не только приобщиться к музыке всех направлений, но и обучиться игре на разных инструментах и вокалу у опытных музыкантов и звезд эстрады. А началась эта история гораздо раньше. Мы сделали лагерь музыкальный. То есть я пригласил музыкантов знакомых и сказал, давайте сделаем лагерь. Сделали 2 сезона летнего лагеря на базе ЕГНГ. Идея лагеря была в том, что за 3 недели мы должны были научить детей играть, создать группу, сочинить песню, записать ее в студии и выпустить диск. Сфотографировать еще и, в общем, все вот прямо за 3 недели. И нам это удалось и в первый сезон, и во второй. Точнее, даже мы сделали первый, потом детям очень понравилось, из-за этого мы решили сделать второй. После лагеря дети попросили нас открыть школу. С тех пор мы работаем, за это время мы сделали очень-очень много чего. Организовали десятки мастер-классов, участвовали в более чем 100 концертах города и республики, ездили на конкурсы республиканские пока что, создали более, наверное, 100 ученических ансамблей. Как правило, это наша основная целевая аудитория, подростки 14-16 лет. Это основная масса коллективов. Но, в принципе, бывали, скажем так, случаи и людей, коллективов довольно возрастных. Самые старшие – это люди, наверное, порядка 50 лет. Отличия, они есть между всеми коллективами, но это не связано, наверное, в большей степени с возрастом, а скорее с музыкальным вкусом, темпераментом, характером и так далее. То есть, понятное дело, что дети, они более энергичные, подвижные и так далее, но взрослые люди, например, они более дисциплинированные, они там не опаздывают на репетиции, своевременно учат материал, то есть они приходят после работы, и для них это своеобразная отдушина. Несмотря на разные возрастные категории учащихся, основной контингент – это все-таки подростки, которые увлекаются альтернативной музыкой. Данный жанр имеет свои стереотипы касаемо образа жизни музыкантов. Мы в какой-то степени, можно сказать, пропагандируем здоровый образ жизни, трезвые концерты, то есть чтобы концерты проходили не только в каких-то барах, где обязательно был, не знаю, там алкогольный угар и прочее. То есть мы принципиально от этого стараемся отгородиться. Особенно, когда на концертах играют дети, приходят в качестве аудитории дети, подростки и так далее. И когда родители узнают об этом, о том, какая у нас позиция и так далее, постепенно втягиваются. Естественно, они относятся к этому положительно, потому что они хотят своих детей по понятной причине отгородить от всего плохого, что есть в этом мире. Мы участвовали во многих мероприятиях Министерства культуры, Министерства образования, администрации города, благотворительные концерты. Просто сами концерты давали, чтобы люди посмотрели. И это прикольно. То, что мы делаем, это добро. Мы делаем больше добра. И думаем, что мы должны существовать, мы должны развиваться, и у нас все получится. Сейчас все участники и преподаватели ждут снятия ограничительных мер для того, чтобы снова приступить к занятиям. Также для них символично, что это произойдет во Всемирный день музыки 1 октября. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск.